Это актуальное интервью «Как сохранить внутреннее спокойствие, когда в мире неспокойно?» Как уберечь отношения в семье на самоизоляции? Изменится ли наше общение после пандемии? Обо всем этом мы не только. Мы поговорим с известным семейным психологом и кандидатом социологических наук Анеттой Орловой. Анетта, здравствуйте. Здравствуйте. Если первую неделю самоизоляции люди перенесли еще более-менее легко, кто-то даже используя ее провел, то продление режима дается уже не так просто. Некоторые еще любят похандрить в связи со сменой года. Что делать, чтобы не впасть в депрессию? Откройте нам небольшую тайну. Вы знаете, сегодня действительно мы все проходим совершенно какие-то новые такие способы адаптации. Почему? Потому что никто из нас до этого не сталкивался с таким масштабным событием. Тем более это событие, оно со знаком минус, пандемия. И вот эти ограничения, которые сегодня ввели, они действительно накладываются на очень такой тревожный фон, и многие люди реагируют на этот стресс по-разному. Ну, вернее, все люди реагируют на этот стресс по-разному. Кому сейчас очень тяжело? В первую очередь. В первую очередь мишенью, так называемой, кому труднее всего, это тревожно-мнительные люди. Что это за люди? Они и так, когда все хорошо, постоянно ищут, из-за чего можно потревожиться. Они действительно считают, что они очень маленькие, мир вокруг опасный, и откуда ни возьмись, возникнет что-то, что разрушит их жизнь. И вот они стараются выстраивать внешние защиты. То есть они стараются все контролировать. И вот контроль для них становится одним из таких способов взаимодействия с миром. За счет этого им выносимо. И вот тут, в этих обстоятельствах, все эти люди сталкиваются с тем, что контроль сегодня сам человек осуществить не может, вот так, как раньше. Вот раньше мы привыкали, мы планировали, и особенно такие люди, у которых высокая тревога, кстати, они могут выглядеть самоуверенными, очень целеустремленными. Кстати, часто они перфекционисты. Они все планировали свое будущее, они одну цель ставили, потом вторую, потом третью. Именно вот эти цели, эти задачи, эти достижения становились для людей такими компенсацией такой хорошей, если простыми словами говорить. И тут все оказываются дома, и ситуация неопределенная. Вот та неопределенность, она больше всего бьет по людям, которые привыкли все контролировать, у которых низкое доверие к миру. Для того, чтобы в этой ситуации снизить градус тревоги, очень важно, как только мы проваливаемся вот в это состояние, а что будет потом, а что будет потом, а как будет потом, для себя понять, что нет ни одного человека на этом земном шаре, который сегодня мог бы предположить точно, как это будет. И наша с вами задача мыслить очень маленькими горизонтами планирования. И если мыслить маленькими горизонтами планирования, то тревога будет снижаться. Вот это, наверное, первый важный фактор. Второй важный фактор. Что нам помогает быть и жить в этом мире? Вот есть люди, которые всегда стараются, опять же, это уже не тревожно-мнительные, это люди, которые всегда стараются найти что-то плохое и из-за этого грустно расстроиться. Вот это люди, у которых в семейной истории, из поколения в поколение передается такой миф, что они жертвы. Жертвы обстоятельств, жертвы страны, жертвы правительств, жертва соседа, жертва мужа или жены. Вот такие люди сейчас, когда возникает действительно стрессовая ситуация, они вместо того, чтобы потратить свои силы на то, чтобы организовать свое жизненное пространство и обучиться чему-то новому, потому что это необходимо, в это время они начинают сидеть, сетовать и вспоминать, как было круто до этого, но как плохо сейчас и как теперь уже никогда не будет хорошо. И вот эти мысли, вот то, что они заняты вот этим пережевыванием прошлого, которое не имеет к настоящему никакого сейчас отношения, вот именно это отнимает у них ресурс. Они становятся апатичны, грустны, печальны, и они очень заражают своих близких. Вот нужно сейчас сказать и всем, что излечение, лечение в этой ситуации
оно кроется в том, чтобы спокойно встретиться с трудностями, признать их, а не отрицать. И быть все время в настоящем. Все время заниматься тем, чтобы обустраивать свой настоящий момент. А настоящий у нас всегда в теле. Поэтому все, что связано с нашим телом сейчас, концентрация, забота, физические упражнения, практики, дыхательные, вот все, что про тело, это сейчас нас делает сильнее, и нам проще пережить этот непростой период. Вот, наверное, так. А как вы сами проводите время на самоизоляции? Знаете, ну, во-первых, я как раз понимая, что я вообще так очень избирательно отношусь к тому, как использовать свой ресурс психический. Почему? Потому что от природы я очень тревожный человек. И в свое время, пережив 3 дня, я была в заложниках, это были военные действия, потом я пережила тяжелейшее заболевание, 1,5 года по больницам, и врачи не могли лечить. Это было посттравматическое стрессовое расстройство, которое дало иммунный сбой. И вот тогда у меня навыки вот выжить, почему удалось, я почему пошла в психологию. Один из ключевых, наверное, навыков, который помог мне выжить, это очень выверенно относиться к своему мышлению и очень выверенно относиться к тем эмоциям, которые я испытываю. Вот я сегодня абсолютно не позволяю себе вспоминать о том, что у меня было запланировано и что испортилось из-за того, что случилась эта ситуация. У меня 2 салона красоты, которые, естественно, там огромные убытки и так далее. Я вообще об этом не думаю. Я думаю только о том, как сделать так, чтобы те сотрудники, которые там, чтобы они тоже могли пережить этот период и чтобы мы вновь образовались в команду. Я понимаю, что как только мне хочется запереживать, потревожиться, расстроиться, я в этот момент себе говорю: Анетта, а правильно ли это ты поступаешь с собой? Насколько твой организм имеет ресурс тратить на все это неконструктивно? Сейчас дефицит ресурса. Ты должна очень правильно относиться к своим мыслям, к своим эмоциям. Вместо того, чтобы расстраиваться, переживать, я иду и начинаю вести эфиры в том же Инстаграм специально, в которых я успокаиваю людей. Я организовала волонтерскую деятельность, я всем это рекомендую. Как только вам страшно, плохо, трудно, одна из наших внутренних опор, которая помогает человеку преодолевать трудности, это помощь другим людям. Оказывается, когда мы думаем о том, кому нам надо помочь, кому тяжелее, с одной стороны, мы ощущаем осмысленность своего существования, с другой стороны, мы видим, что у всех так, и многим сложнее, и нам становится легче, что не самая страшная у нас ситуация. Плюс ко всему, у нас дома мы организовали штаб. Вот точно так же, как наше правительство организовало штаб, дома мы организовали штаб, и у нас министры, значит, сын у нас министр по порядку, дочка у нас министр по снабжению, я занимаюсь всем подряд по хозчасти, папа министр по безопасности. То есть мы организуем такие совещания, детям очень нравится, потому что вот сыну 12 лет, детям очень нравится участвовать в социальной деятельности. Поэтому, когда ты им даешь определенные функции, говоришь, ты за это отвечаешь, что ты главный, они вовлекаются. Но здесь самое важное потом прислушиваться к их участию, потому что если вы им дадите полномочия, при этом вы будете все по-прежнему делать и с ними не считаться, им станет обидно. Поэтому мы планируем свои дела. Очень важно, чтобы каждый человек, вот мы сталкиваемся с какой проблемой? Я работаю дома, муж работает дома. До этого пространство дома для нас было, это пространство отдыха. То есть мы понимали, что мы очень много работаем, съемки, интервью, постоянный прием каждый день, тренинги, у меня большие онлайн-программы. Я все время работаю, много работаю. У нас, и тут мы оказываемся дома. Мы приходили, отдыхали. А сейчас надо работать здесь. И первое, что мы стали делать, это мы организовали каждому его рабочее место. Если маленькое пространство, да, если маленькое, все-таки у нас 100-метровая квартира, но если маленькое пространство, пожалуйста, вы можете один стол, но разделить, например, что вот 3 часа один, 3 часа другой. Но можно в одной комнате найти маленькие места. Самое главное, рядом
поставить с этими местами какие-то символы, которые будут вам напоминать о работе. Я, например, положила разноцветные бумажки, которые я клеила, например, на компьютер. То есть это символы, когда я туда сажусь, я понимаю, что это мое рабочее место. Я сразу стала осваивать то, что я раньше терпеть не могла. Вот раньше, сколько бы мне ни звонили и не говорили, что Анетта, по скайпу выйдите, я даже говорила, нет, это не мое, мне не нравится, я не люблю, какая картинка, мне не нравится по скайпу. Вот раньше, когда я много же, у меня съемок, сейчас первым делом я подумала, Анетта, забыли, что тебе не нравится, это новый способ, ты просто не любишь налаживать этот телефон, тебе страшно, и ты начинаешь придираться к картинке, потому что тебе неохота налаживать. Научись, делай это регулярно, перестанет быть страшным. Теперь в день я даю по 8, по 9 интервью по скайпу, и здесь у меня возникает дилемма. А в следующий раз, когда меня позовут в студию, я скажу, ой, что-то ехать далеко, лучше давайте-ка я к вам по скайпу выйду. То есть относиться к тому, что есть, быстро меняться. Вот быстро меняться. Мне кажется, это очень важно. У меня в Инстаграме много эфиров, которые направлены как раз, чтобы люди вот эти отдельные навыки могли бы собрать и в этой ситуации с ними справиться. И очень важный момент. У нас сейчас двигательная депривация, то есть мы мало двигаемся. Если это будет продолжаться долго, то те эмоции, которые у нас возникают внутри, они будут оседать в теле и вызывать у нас очень большое напряжение. Вот эта невыброшенная энергия, она будет создавать внутренний дискомфорт, и, естественно, будет меняться наш характер в том числе. Вот нам нужно пережить этот вот карантин, эту самоизоляцию, с тем, чтобы выйти с минимальными потерями. Минимальные потери все равно будут какие-то, но дальше появятся возможности. Самое главное, не выйти с карантина с разводом, потому что вот на сегодняшний момент мне очень много моих клиентов пишут, что если я доберусь до конца карантина, то я первая, куда пойду, это в ЗАГС. Раньше я к вам обращалась, чтобы вы мне помогли сохранить семью, а это вы мне больше не нужны. Я уже никогда не буду жалеть. Я пойду в ЗАГС и разведусь. И я про то, что в этих обстоятельствах каждый из нас, и девочки, и мальчики, и мужчины, и женщины, должны снизить уровень эгоизма. Если у нас сейчас будет высокий уровень эгоизма, то нам будет очень тяжело внутри семьи, потому что пришло время, когда такой навык, как терпение, это очень важный навык. Старшее поколение лучше переживает этот кризис. Почему? Несмотря на то, что им физически тяжелее, им финансово, да, тяжелее, но старшее поколение, в них заложен навык терпения. И они в преодолении терпения, так как они жили в мифологии выживания, они с этим справляются. У них не формируется моментально гнев эгоизма, потому что вдруг что-то надо терпеть. За последние годы многие люди все удовольствия вывели вовне. Мне кажется, у вас это не так, потому что у вас очень сложные, серьезные климатические условия, и у вас люди очень способны терпеть. Они просто туда не поедут, если навыка терпения у них нет. Поэтому я думаю, что у вас навык терпения у людей вышел. В Москве людям очень тяжело. Люди, которые привыкли из кафе в ресторан, из ресторана в клуб, из клуба опять следующее удовольствие и путешествие, потому что все близко. Сейчас, когда они вдруг сидят в квартире, они реально обижаются. Вот у меня последний кейс, это девушка мне пишет, клиентка, она обижена за предательство няни. Я говорю, а в чем ее предательство? Она меня бросила и ушла к своей семье. И вот здесь, знаете, так интересно, она оставила ее собственными детьми, человек воспринимает это как предательство, потому что он абсолютно уверен, что все должны заниматься им. Вот таким людям, эгоистам, очень тяжело. Поэтому нам сейчас немножко надо смириться. Смириться – это не быть слабым, смириться – это быть с миром. И нам нужно побольше вот этих качеств, любви к людям, поддержки, какого-то внутреннего света, он поможет преодолеть. Почему? Потому что сейчас время, кстати, добрых людей. Вот раньше было время жадных, потому что чем больше ты кричишь о себе, чем больше ты всего хапаешь как только можно, чем больше ты имеешь, ты лучше. Вот эти люди сейчас с ума сходят в Инстаграме, они забрасывают по 10 писем в день,
чтобы у них что-то покупали, потому что они в шоке. Они привыкли так много потреблять, что когда вдруг снизился доход, у них катастрофа. Люди, у которых мало денег, ведут себя достойнее намного, чем те, у кого высокий средний уровень, и вдруг он начинает чуть-чуть колебаться. Поэтому мне слышится, что поменьше эгоизма, побольше любви к людям, физическое движение постоянное. Разговаривать важно, не молчите, потому что когда мы говорим друг с другом, у нас речевой аппарат работает, и нейроны головного мозга получают команду, что мы активны. Это важно. Поэтому, и, конечно, исключите фейковые новости, потому что они, естественно, там специально прописываются гипнотически. У меня на эту тему я разбирала в Инстаграме целые формулировки эти. Для чего? Для того, чтобы люди пугались и прям впадали в транс страха. Вот, пожалуйста, исключите фейковые новости, не читайте их, потому что если вы прочтете хотя бы 40% этого текста, вы уже дальше оторваться будет трудно, вы проваливаетесь в это, потому что это делается специально. И, конечно, экология разговора. Говорите как можно больше утверждающего и хорошего. Тогда и иммунитет у вас в том числе будет лучше. Но соблюдайте полностью все те правила, которые нам сегодня предписали, потому что это наша с вами большая внутренняя ответственность. Оставайтесь дома, потому что это сейчас самое важное, если у вас есть такая возможность. Анетта, недавно вы обратились к своим коллегам-психологам с предложением помочь безвозмездно тем, кто нуждается в психологической поддержке. Много ли коллег откликнулось? Огромное количество коллег откликнулось, ни одного из них не будет известного, все очень-очень простые. И я всегда это говорила, знаете, вот мне всегда говорили: ой, а ты знаешь такого психолога, он собирает залы, ой, а ты знаешь такого вот марафоны. Я всегда говорила, что хороший психолог это никак не связано с уровнем его известности. Более того, в моем понимании, несмотря на то, что я сама известный достаточно человек, в моем понимании уровень известности часто находится в обратной связи с желанием человека по-настоящему помогать каждому, кто приходит. Я не хочу обидеть никого, но действительно профессионалов, очень многие называются психологами, то, что их титруют психологами, они не психологи. А вот люди простые, более 400 специалистов, психологов, написали, что готовы бесплатно помогать кто как, кто одну консультацию в день, кто там две, кто может. После работы люди работают. Поэтому я хочу еще раз сказать, что и я это сделала в первую очередь для чего? Для того, чтобы по городам понять, ко мне часто обращаются люди, что где найти психолога мне. Вот. И сейчас это очень хорошо, потому что мы подбираем, стараемся, насколько можем, своими силами подбирать из города, чтобы если у человека сложилось, потом, когда вся эта ситуация пройдет, чтобы он мог продолжать работу с этим специалистом. Вот. Очень много отозвались. Это очень приятно. Я прям горжусь профессией. Вот. Это правда. Анетта, вы сказали, что сами даже изменили свое отношение к интернет-сервисам, в частности, привели в пример Skype. Изменится ли наша традиционная форма общения после пандемии? В принципе, даже до этого люди предпочитали больше виртуальное общение, нежели живое. Усугубится ли эта ситуация после пандемии? Я, конечно, тоже, знаете как, могу только предположить, и здесь вероятность, как говорится, сами понимаете, 50 на 50. Вот. Но мне кажется, что вот все эти переученные интроверты, которых много, к коим я, например, отношусь, которые по характеру интроверты, которым хорошо работать с массивом информации, с какими-то бумагами, которым хорошо самим собой, которые больше заняты внутренними опорами, чем внешними. Конечно, они вынуждены были все время быть в социуме, потому что требовала вот эта культура потребления, культура успеха, она постоянно требовала быть в социуме. Вот мне кажется, после того, как сейчас
аналоги возникли, вот я, например, вчера говорю маме: мам, сейчас самое главное, чтобы когда все это прошло, я реально вернулась к тому образу жизни, потому что сейчас у меня скайп-прием, сейчас у меня скайп-интервью, сейчас у меня фактически все выстроено дома, и при этом у меня дети под контролем. Ты знаешь, у меня большие сомнения. Ну, может, на съемки к Андрею, да, я поеду, или там еще куда-то. Но вот у меня большие сомнения возникли. Я, наверное, хочу процентов на 50 сократить свои вот эти вот поездки по пробкам московским. Вот мне кажется, что тенденция будет больше, что онлайн заберет больше. Но все равно мы живые, и все, что связано с движением, с общением с людьми, мне слышится, что люди начнут ценить природу, ценить солнце, ценить возможность двигаться, ценить спорт. Вот все то, что обесценивалось за всеми этими брендами, за всеми этими гламурами, который сдох просто сразу, за первую неделю, понимаете? Но, кстати, гламурные блогеры все прям переобулись, они теперь тоже очень быстро поняли, о чем надо говорить, и они там быстро меняются, но все равно гламур рассыпался, и он не вернется в ближайшие, наверное, полгода-год. Потом он все равно заберет свое. Так вот, люди будут ценить малое. И люди помогающих профессий станут ценными. Не те блогеры-врачи, которые имеют миллионы и рекламируют там разные рекомендации, за деньги дают. По 500, по 600 тысяч рекомендация. А те врачи, которые за маленькую зарплату выходят и лечат людей, рискуя собственным здоровьем. Вот настоящие врачи, лекари, человеческой, ну, наконец будут в цене. Это не только врачей касается, это касается и очень многих профессий, очень многих реально людей, которые приносят конкретно. Анетта, что вы могли бы пожелать нашим телезрителям напоследок? Вы знаете, вы всегда... У меня с Якутии всего была одна девушка, клиентка. Она работала вахтовым методом. Когда она в Москве жила, она ко мне приходила. И мне было все очень интересно. Я хочу вам пожелать просто, чтобы эта ситуация вас коснулась минимально, потому что люди, которые там занимаются своим делом, это люди, у которых высочайший уровень терпения, это люди, которые всегда командные, потому что без этого невозможно в таких условиях. Хочу вам просто пожелать как можно больше положительных эмоций. Пусть этот мир будет к вам благосклонен. И мне приятно, что ваша руководитель или коллега, или шеф-редактор, увидев мои эфиры, она написала мне, она сказала: я очень хочу, чтобы наши люди познакомились с вами, потому что то, что вы говорите, это им поможет. Я очень хочу, дайте, пожалуйста, интервью. И вот то, с какой добротой и человечностью она обратилась, и сказала: все, Якутия-24, буду готова, когда надо. Анетта, спасибо за столь интересный разговор. Будем надеяться, что ваши советы помогут нашим телезрителям. О духовном равновесии и психологическом спокойствии мы говорили с известным семейным психологом, кандидатом социологических наук Анеттой Орловой. Оставайтесь с нами.